ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошли двухдневные соревнования по фигурному катанию. На первенство Республики Коми, которое уже традиционно проходит в нашем городе, собрались 115 юных фигуристов со всей Коми. Это ухтинцы, соседи из Сосногорска, сыктывкарские ребята, а также спортсмены из Усинской, Инты и Воркуты. Соревновались они в 4 спортивных разрядах, как юноши, так и девушки. По словам тренеров, из раза в раз спортсмены показывают себя все лучше, ведь этот вид один из самых динамично развивающихся. Фигурное катание не стоит на месте, с каждым годом правила меняются, и с каждым годом дети выполняют более сложные элементы, поэтому я думаю, что динамика только положительная, и с каждым годом все лучше и лучше дети выполняют. Вот вы сказали, что правила меняются. Вот с прошлого года были какие-то существенные изменения, которые повлияли вот на... Ну, существенных изменений не было, где-то уже более сложные требуют элементы, где-то более сложные шаги, более сложные позиции, а глобальные изменения будут уже с января, там будет новая программа. Первый день ребята откатали короткую программу, во второй произвольную. Как оказалось, фигурное катание – спорт непредсказуемый. Несмотря на тщательную подготовку и выступление на родном льду, не у всех ухтинцев получилось то, что они запланировали. Я перенервничала немного, как-то боялась, что плохо откатаю. В прошлые разы как-то получше получались. Я не так падала сильно и вообще не падала вроде бы на прошлых соревнованиях. На этих соревнованиях что-то как-то не так пошло. По итогам соревнований среди ухтинцев первые места заполучили Марк Смирнов и Степан Сгоев. К сожалению, девушки остались без золота первенства республики. Но, несмотря на это, одна ухтинка все же прошла отбор на соревнования Северо-Западного федерального округа. Уже в феврале-марте Анастасия Филева поедет защищать честь республики в составе сборной региона в Сочи.